Так, пишет, вроде бы все включил, вижу вас. Самое главное не только видеть, но и, как говорится, слышать, чтобы был слышен хорошо звук. Но буквально остается 1 минута. Коллеги, мы, наверное, начнем. Давайте я представлю, что у нас сегодня будет происходить. Меня зовут Надежда, я являюсь координатором Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. И сегодня у нас вот такой вот, как говорится, вебинар на тему «Пишем проектный конкурс Фонда президентских грантов, календарный план, бюджет и организация заявителя». То, о чем мы сегодня с вами поговорим в течение 1 часа. Мы постараемся уложиться в течение 1 часа. Пожалуйста, напишите в чате, хорошо ли меня слышно, видно, это самое главное. Потому что это наша цель сегодня передать вам информацию, показать вам информацию. И, конечно же, мы проверяем звук, это одно из важных моментов. Если вы вошли через компьютер, то если у вас не слышен звук, то вы должны выйти с эфира и зайти снова. И перед вхождением у вас должна появиться кнопочка, да, «Войти с использованием звука компьютера». И вот как раз вот на эту кнопку надо будет нажать. Если вы зашли через телефон, так, пишут, что «Здравствуйте, да, видно и слышно, спасибо большое», что есть такая обратная связь. Если вы вошли через телефон и не слышен звук, то, естественно, вы должны вернуться в настройки телефона и разрешить, естественно, вашему телефону использовать микрофон. Вот. Ну и, конечно же, у нас есть такой вот мобильный интеллект, так скажем, да, цифровой интеллект. Это, получается, мы должны обязательно, как говорится, отнестись с уважением к нашим слушателям и отключить пока микрофоны, потому что во время эфира вы должны слушать именно эксперта. Хорошо? Итак, следующий слайд. И он начинается у нас с чата. Это обязательная тоже процедура. Нам важно знать, кого мы видим, кого мы слышим, кто активно участвует, принимает участие. Это неспроста. Поэтому мы просим вас написать в чате не обязательно только фамилию, имя, отчество, какую организацию вы представляете, электронную почту, телефон, но и напишите нам, какое у вас настроение, с какого вы вуза, может быть, даже на каком этапе вы находитесь в разработке там, проекта и заполнении заявки на сайте Фонда президентских грантов. Давайте знакомиться. Вот я привожу свой пример. Меня зовут Наговицына Надежда Моисеевна, мое полное имя, фамилия, имя, отчество. Я представляю Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Электронная почта, действующая, актуальная почта ресурс МКО, записываем @gmail.com, куда вы будете отправлять, кстати, и свои уставы для проверки, и свои заявки для экспертизы нашим экспертам, да. То есть это, как говорится, и сегодня как бонус я даю вам свой личный телефон 8-914-239-1334. Но, конечно же, не поздно вечером и не рано утром звонить, и во время обеда тоже не тревожить, но в рабочее время я готова, как говорится, ответить на ваши вопросы. Поэтому можете смело написать. Но пока в чате я никого не вижу, почему-то никто не представился. Давайте активно напишем, кто вы, какую организацию вы представляете, чтобы хотя бы понять, с кем мы сегодня общаемся. И оставить свою электронную почту и телефон. Также эти контакты нам нужны, потому что мы вам будем отправлять, какие конкурсы проходят, какие мероприятия предстоят. Да? То есть все это очень важно иметь для некоммерческой организации, так как мы единый ресурсный центр, и мы владеем большой информацией и хотим, конечно, делиться для развития НКО и местных сообществ республики, поэтому просим написать в чате. Так. Почему-то никто не пишет. Так,
Антонина Титова пишет, что за рулем. Но Антонина Титова, по-моему, постоянный наш участник. Лига женщин, если не ошибаюсь. И ваши контакты у нас, в принципе, есть. Но давайте еще раз мы пишем. Так, Иван Юрьевич. Так, Иван Юрьевич первый пошел, так скажем, да, спасибо. Ну, я в течение вебинара прошу вас все-таки оставить свои контакты, телефоны. Давайте дальше пойдем, да? Время, как говорится, это главный ресурс. Прежде всего, я хочу сказать, что в сегодняшнем вебинаре мы используем, конечно же, материалы Фонда президентских грантов. Но помимо этого, мы хотим, чтобы вы обязательно подписались на YouTube-канал Фонда президентских грантов. Это конкурс, который проводит Фонд президентских грантов, и эксперты Фонда президентских грантов очень качественно и, как говорится, с таким вот вдохновением отнестись именно по, как говорится, подготовке к этому конкурсу. И такие шикарные, как говорится, вебинары у них висят на их YouTube-канале, поэтому мы сами, как эксперты, тоже тренируемся, тоже учимся, и буквально вчера я до 12 часов ночи, сегодня утром тоже сидела, смотрела их вебинары, поэтому если у вас будет свободное время, обязательно загляните на их YouTube-канал, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, и, как говорится, учитесь вместе с нами. Вот, и так, следующий слайд. Во, молодцы, пишут, уже второй человек написал. Следующий сайт, вот смотрите, Фонд президентских грантов именно 1 октября, это буквально через 8 дней, в 6 утра по московскому времени, это специально для Дальнего Востока и Сибири для нас, да, они будут проводить онлайн-тренинг по социальному проектированию. Надо будет зайти на сайт Фонда президентских грантов, найти вот это мероприятие, онлайн-тренинг по социальному проектированию, зарегистрироваться на это мероприятие, и в 12 часов по нашему времени, по Якутску, например, удобно для нас время, москвичи рано встают и, как говорится, проведут для нас онлайн-тренинг. Поэтому прошу вас не упустить это мероприятие, тем более за 2 недели до окончания приема заявок надо будет, как говорится, иметь перед собой свой проект и принять активное участие в этом интерактиве. Будет очень интересно, думаю. Хорошо. Так, следующий слайд. Кроме того, я обращаю ваше внимание на наш YouTube-канал Единого ресурсного центра, где имеется очень много интересного материала именно по социальному проектированию, по разработке проекта, по заполнению заявок, по созданию НКО даже, да, по мерам поддержки некоммерческой деятельности. Поэтому это все сделано для вас с любовью, с душой, и поэтому загляните, не загляните, а почаще заглядывайте, прямо сидите там на нашем канале и подписывайтесь, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших видео, да, в курсах. И как раз-таки, почему я обращаю внимание на наш YouTube-канал, потому что ровно неделю назад у нас 15 октября проходил вебинар «От идеи до президентского гранта». Вот прямо вы видите, который стоит на первом месте. И как раз-таки сегодняшний вебинар является логическим продолжением вот того вебинара. Поэтому ничего страшного, что вы на том вебинаре не были, но вы сегодня посмотрите сегодняшний вот этот вебинар, и можете пересмотреть тот вебинар, и у вас все равно файлы сойдутся, обязательно. Поэтому мы обращаем большое внимание на то, чтобы вы посмотрели все наши видео. Хорошо, спасибо. Следующий слайд. Вот как раз-таки, вот этот вебинар, который прошел на той неделе, и это вот как раз-таки сегодняшний вебинар является логическим продолжением предыдущего вебинара. И, как говорится, у меня первый вопрос, который я хочу, чтобы вы написали в чате сейчас, поставили плюсики или сказали «да», да. Так, убирайте, пожалуйста, звук. Где мой вопрос? В чате напишите, пожалуйста, кто принял участие в предыдущем вебинаре. Поставьте плюсики, пожалуйста. Кто был в предыдущем вебинаре 15 октября? Вебинар был «От идеи до президентского гранта». Так.
Пошли плюсики. Первый плюс, да, так, 3 человека целых были. Так, кто был на прошлом вебинаре? Так, пошли плюсики. Хорошо, отлично. Угу. Ну, значит, вы поймете, в прошлый раз мы говорили об общих принципах социального проектирования, что такое цель, что такое проблема, что такое задачи. И вообще мы говорили про скелет, да, разбирали скелет проекта, а сегодня мы говорим уже логически вытекающие составляющие, календарный план, бюджет и организация заявителей. Как бонус мы сегодня будем говорить о этих составляющих, немаловажных, скажем, составляющих. Так, хорошо. Так. Угу. Мы видим постоянных участников вебинара. Так. И что сегодня будет? Вот еще раз повторяю, сегодня мы будем говорить о календарном плане, мы будем сегодня говорить о бюджете проекта, и мы сегодня будем говорить об организации заявителя, о том, как представить на сайте Фонда президентских грантов о своей организации, заработать при этом баллы. При этом у нас есть небольшой спойлер, что будет, да, на нашем вебинаре. Мы сегодня будем приводить яркие примеры проектов-победителей. Но самое важное здесь надо подчеркнуть о том, что эти проекты-победители были, так сказать, были на экспертизе наших экспертов. Это результат, как говорится, нашего труда, творчества и активного взаимодействия с нашими благополучателями, клиентами, некоммерческими организациями. Поэтому, как говорится, прямо из первых уст свеженькие победители второго конкурса Фонда президента гранта 2020 года, это будет просто, как говорится, бомба. Давайте следующий слайд. Давайте сейчас я хочу, в чате сейчас появится ссылка на Menti.com. Так, ссылка на Menti.com. И так, кто-то нам вот мешает. Танина Титова, отключите, пожалуйста, звук. У меня отключен. Нет. Так, ага, вот вам сейчас в чате у вас появится сейчас ссылка на Menti.com, как в прошлый раз. Так, где ссылка? Появится ссылка на сайт menti.com, куда надо будет вам внести вот эти вот цифры 1366 59 4. И если вы зайдете, получается, в Menti.com и, получается, вобьете вот эти циферки, то у вас появится вопрос, какие мероприятия нужны в проекте. И как раз-таки вот, появился от ресурсного центра menti.com. Я прошу всех вас сейчас зайти на menti.com, как в прошлый раз, помним, да, и, получается, вбить вот эти вот циферки, и у вас появится возможность написать ответы на вопросы, какие мероприятия нужны в проекте. Вот какие мероприятия нужны в проекте. Мы уже сейчас будем говорить о календарном плане. Итак, какие же мероприятия нужны в проекте? Это вступительный такой вопрос. Так, заходим в Menti.com, пишем эти циферки, и у нас появится возможность у вас, если вы все правильно сделали, появится возможность написать ответы, какие же мероприятия нужны в проекте. Так, не вижу. Коллеги, давайте поактивнее. Так, семинары пишут. Да, возможно. Если это касается проекта обучающего, каких-то компонентов имеется, да, естественно, нам нужны мероприятия обучающие, семинары, тренинги, еще. У кого какие варианты?
правильно, организационные мероприятия нам нужны, подготовительные мероприятия, образовательные мероприятия, правильные мероприятия, которые решают задачи, потому что мы все прекрасно знаем о том, что такое социальный проект, да? Социальный проект – это комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение целей и получение заранее запланированных для изменения существующей социальной проблемы, да? Правильно. Так. Возможно, я скажу, что мероприятия нужны, знаете, какие? По вовлечению целевой группы. Это очень важно. Подытоживающие тоже мероприятия нам нужно, да, итог. Чаще всего это бывают круглые столы, да, или фестиваль такой завершающий, или конкурс бывает завершающий, да, по итогам проекта. Естественно, организация, да. Хорошо. Спасибо вам всем за ответы. Как раз-таки мы сегодня будем разбирать, какие мероприятия должны быть, какие мероприятия не должны быть, какие мероприятия должны быть, да? Хорошо. Так, спасибо. Давайте мы вернемся сейчас к презентации. Угу. Давайте сейчас мы еще раз вернемся к Menti.com и ответим теперь на следующий вопрос. Откуда берутся результаты проекта? Антонина, прошу вас включить. Так, сейчас у нас появится второй вопрос. Откуда берутся результаты проекта? Вот откуда мы их берем? Так, опять-таки заходим в Menti.com. У нас номер не меняется, циферки. И теперь мы пишем ответы на вопрос, откуда берутся результаты проекта. Так, пока результатов мы не видим. Откуда же берутся результаты? От исполнения задач, поступил ответ. Так. Угу. От итогов мероприятий, от деятельности команды, от эффекта проекта. Так, интересные ответы поступают. И целей, да, тоже логично. Угу. Действия по планам. Угу. Из формулировки целей пишут. Да, и цели, да? Угу. Так. Хорошо, спасибо за ваши ответы. Вот как раз-таки мы сейчас поговорим, откуда же берутся результаты проекта. Давайте вернемся мы сейчас к презентации. Смотрите, в прошлый раз мы об этом говорили, и давайте мы сейчас повторим, перед тем, как приступить именно к календарному плану. Смотрите, в прошлый раз мы говорили о том, что имеется проблема целевой группы. В корне любого социального проекта имеется проблема целевой группы. Например, старшее поколение, допустим, да, или там, может быть, выпускники детских домов, или там бродячие животные домашние, да, то есть имеется какая-то проблема, которую мы хотим изменить, и у нас появляется цель, чтобы решить эту проблему. И эта цель, мы об этом говорили, она измерима, она достижима, и цель – это образ того, чего мы хотим вообще достичь. И при составлении цели мы предполагаем тот результат, который хотим достичь. И у нас появляются задачи. Для того, чтобы решить эту цель, у нас появляются задачи. При составлении задач мы также предполагаем результаты.
То есть задача решает какую-то часть цели, да, часть результата получается. А каким же образом у нас решаются задачи? Через комплекс мероприятий. Как раз-таки именно в мероприятиях, которых мы отражаем в календарном плане, заключается наша работа целевой группы. На самом деле, то, как мы проведем наши мероприятия с целевой группой, тут именно важно понимать именно целевой группой, от этого зависит именно вообще достигнем ли мы результатов. Это и есть социальный проект, потому что основное, вспоминаем определение социального проекта. Социальный проект – это комплекс действий и мероприятий, которые направлены на решение проблемы целевой группы. Поэтому основной костяк, основная составляющая проекта – это комплекс мероприятий, то есть календарный план. И откуда у нас вытекают именно что? Вытекают результаты. То есть у каждого мероприятия у нас имеется, мы должны получать результаты. Если мы в результате мероприятия не получаем никаких результатов, значит это лишнее мероприятие. Поэтому важно понимать о том, что каждое мероприятие, прямо в голове у вас должна сидеть такая формулировка о том, что каждое мероприятие имеет результаты, не только количественные, сколько человек приняли участие, но и качественные. Если мы в результате проведения мероприятия получаем количественные и качественные мероприятия, значит это правильное мероприятие, и мероприятие, которое нам было именно достаточно и необходимо. Вот как-то так, если коротко, да? Следующий слайд. Вот, как раз-таки вот про этот спойлер, который был в начале нашего вебинара, это проект, который проходил экспертизу лично у меня. Проект называется «Многопрофильный круглогодичный детский лагерь «Мы будущее села». Буквально они являются победителями второго конкурса, который был объявлен, результаты которого были объявлены в июне месяце. Общественная организация «Совет патриотов» из Черепчинского улуса, Аптагинский наслед, это село Деревня Черепчинского района. И получается, мы с ними вместе, я помогала им написать этот проект, и они получили очень хорошие баллы. И смотрите, у проекта победителя, сейчас мы будем как раз-таки изучать цель. Какая же была цель? Создание оптимальных условий для всестороннего развития, профориентации, формирования здорового образа жизни детей школьного возраста через организацию многопрофильного круглогодичного детского лагеря «Мы будущее села». Эта цель мне очень нравится, потому что прописано, что территория, география, где она будет реализована, село Деревня Черепчинского района. Прописана целевая группа, дети школьного возраста. И даже прописана технология через организацию многопрофильного круглогодичного детского лагеря. И для чего направлен, на что направлен проект? На создание условий всестороннего развития, профориентации, формирования здорового образа жизни. Это, на мой взгляд, идеальная цель для социального проекта, потому что, читая вот эту цель, эксперт сразу понимает о том, что в проекте будет многопрофильный круглогодичный детский лагерь, что проект направлен на детей школьного возраста, он реализуется на территории села Деревня Черепчинского района, и он направлен на всестороннее развитие, профориентацию, формирование здорового образа жизни. Шикарно, мне кажется. Поэтому эта цель, как говорится, которая очень долго, как говорится, формировалась, но в итоге она брала вот такие вот формы. Вот, и смотрите, следующий слайд. Из этой цели, это проект «Победитель» еще раз, у нас вытекли 4 задачи. Вот как раз-таки вы их видите. Профориентация, повышение интереса, формирование умений и навыков ухода и выращивания зерновых овощных культур, крупного рогатого скота, формирование компетенций у детей и подростков, бизнес-компетенций, да, у детей и подростков в школе юного фермера. Прямо вот так и прописано. Внедрение в селе школы мир сельских профессий, тоже прописано, кто старшие подростки, например, да, повышение интереса к спорту, военно-патриотическое воспитание, укрепление физической формы через, там, допустим, организацию чего-то, чего-то. То есть в каждой задаче организация пыталась донести экспертам, как они будут решать вот эту вот задачу. То есть
тоже, в принципе, можно и так формулировать задачи. И третья задача, естественно, это волонтерский потенциал, это работа с волонтерами, привлечение, потому что в Чурапчи, мы все прекрасно знаем, есть шикарный институт физической культуры и спорта, есть сельхозакадемия, которая действительно связана с вообще, да, развитием сельского хозяйства. И они привлекли этих волонтеров и также родителей. Поэтому, как говорится, смотрите, вот идеальные тоже задачи, которые решают вот как раз-таки ту цель, которая была сформулирована в начале. Вот. Идем дальше. Угу. И вот как раз-таки давайте я попрошу Леонида вернуться сейчас на предыдущий слайд, на цели и задачи. Вот сейчас запомните, даже сфотографируйте вот это вот сейчас, потому что мы потом вернемся вот к целям, вот этим задачам, и мы посмотрим, какие же мероприятия включила эта организация для того, чтобы решить вот эти задачи. Очень интересно будет. Вот как раз мы посмотрим. Вы для себя даже можете сейчас подумать, а как же можно решить вот эти вот задачи. А потом мы покажем действительно, какие же мероприятия организация включила в календарный план для решения вот этих вот задач. Так, пошли дальше. Вот, главный принцип разработки мероприятий проекта – это не принцип необходимости и достаточности. То есть нужно вам это мероприятие или нет. Или не должно быть вообще в проекте лишних мероприятий, лишних телодвижений, что-то там делать, которое вообще вам не дает результат. Любое мероприятие проекта, оно должно вам дать результат. Если это мероприятие не дает вам результата, плоды, да, так скажем, то его не надо проводить. Поэтому иногда бывает такое, что очень много мероприятий, но половина из них, 80%, или даже иногда больше, вообще не дает никакого, там, говорится, эффекта. Поэтому не надо распыляться на много-много-много, лучше провести 2-3 мероприятия, и оно будет наиболее качественным, так скажем, да. Поэтому вот самый главный принцип, вы все время должны останавливаться, когда вы пишете. Иногда и у нас бывает такое, что мы слишком далеко уходим, углубляемся, расширяемся, и надо просто все время остановиться, как говорится, и реально оценить свои ресурсы, возможности и, как говорится, фантазии иногда, да. Хорошо. Поэтому вот главный принцип, который должен у вас всегда сидеть, такой вот баланс, что в мероприятии должно быть именно то количество, которое необходимо и дает вам результаты обязательно. Хорошо? Угу. Следующий слайд. Вот про баланс как раз-таки. У нас здесь есть что? Это рамка проекта. Это как раз-таки тот самый ограничитель, который нам все время говорит: стоп, у тебя есть сезон, время, стоп, у тебя есть команда определенная, и у тебя есть бюджет, за который ты не должен выходить, и у тебя есть территория, за рамки которого ты не имеешь права выходить. Поэтому вот как раз такие вот эти ограничения, и они должны нас, как говорится, все время сдерживать. У нас есть команда проекта, которая обладает определенными компетенциями. Кстати, команде проекта тоже ставят баллы в фонде просветительства гранта, один из критериев, да, опыт организации. Поэтому должна быть отобрана та команда, которая умеет справляться с решением этой проблемы. Должен быть бюджет не космический, а именно соответствующий, потому что там есть такие индикаторы, как софинансирование, и эксперты на этом руку набили, так скажем, да, как они, и сегодня про это нам расскажет Тамара Кудичковская, второй наш эксперт про бюджет, о том, что бюджет должен быть четким, лаконичным и именно вытекать из мероприятий. У нас есть время, тем более мы регион, который резко такой вот, как говорится, летом бывает очень жарко, зима у нас очень долгая, длинная, холодная, поэтому у нас есть как раз такие сезонные ограничительные меры, да, и есть у нас территория, за рамки которой мы не можем выйти, потому что есть такое понятие, как устав, и в уставе четко прописано, на какой территории мы реализуем нашу деятельность, да. Вот. Если у нас имеется в виду, что мы хотим обменяться опытом, то у нас должны быть что? Письма поддержки о том, что действительно мы имеем право, и нас поддерживать по обмену опытом. У нас есть соглашение о сотрудничестве, в рамках соглашения мы что-то можем делать. Но основной, любой юрист вам скажет о том, что мы имеем право реализовывать социальный проект именно на той территории, которая прописана у нас
поставим. Вот эти вот ограничения у вас должны стоять. Так, следующий слайд. Вот, это как раз-таки правила фонда президентских грантов. Четко у каждого эксперта фонда президентских грантов сидит вот эта вот табличка, и, так скажем, формула, по которой они исследуют. Вы сами, кто ранее участвовал в фонде президентских грантов, вы четко знаете, что в личном кабинете, когда вы уже формируете цель, задачи и переходите в календарный план, то прежде чем забить какое-либо мероприятие, вам нужно выбрать задачу. Под какую задачу у меня возникает вот это вот мероприятие. И под какие сроки я его ставлю, какие количественные и качественные результаты я получаю. То есть без формулировки задач мы никак не можем создать мероприятие. И это тоже очень важно. И как раз-таки, когда мы составляем под задачу мероприятия, как раз-таки очень хорошо видно бывает, что вот пишешь мероприятие, а у тебя задача стоит совсем другая. И думаешь, тут как-то не соответствует. Давайте я поменяю тут, допустим, да. То есть это очень хорошая, вот, функционально она очень удобная вещь, в календарный план в фонде президентских грантов в личном кабинете. Прям мне очень нравится, поэтому, как говорится, прямо вот задача у тебя стоит, и ты под нее создаешь мероприятие. Идеально, мне кажется. Поэтому вот эту табличку тоже возьмите себе на заметку, и прямо вот, как говорится, у вас должна быть логика, да? Как пазл, у вас мероприятие должно очень хорошо состыковаться именно с задачей. Пазл. У меня все время в голове появляется вот техника пазла. Хорошо, спасибо. Следующий слайд. Типичные ошибки в разработке мероприятий. Они бывают, и чаще всего как раз-таки цели, задачи иногда бывают шикарно написаны, хорошо написано, и смотришь прямо вот хороший проект, а потом заглядываешь в мероприятия, они не вытягивают, не соответствуют. И вот как раз-таки мы сегодня говорим про типичные ошибки в разработке мероприятий. Итак, первая ошибка. Так. Отсутствует мероприятие по вовлечению целевой группы. Об этом отметили сами эксперты фонда президентских грантов. Что за мероприятие? Вот, как вы будете вовлекать в проект вашу целевую группу? Путем анкетирования, путем информационной кампании, там еще как-то, или вы к ним пойдете, публично выступите перед ним, или вы будете через флайеры приглашать, или через сайт, там, допустим, да? То есть каким образом у вас эти люди приходят ножками и говорят о том, что вот мы хотим принять участие в вашем проекте. Чаще всего просто пишут о том, что вот 150 человек приняли участие в проекте, мы им что-то делаем, но они как к вам пришли в проект. Вот это очень интересно. У нас, например, в проекте по поддержке выпускников детских домов, у нас, например, через информационную кампанию мы привлекаем, мы работаем с детскими домами, отправляем им письма, через кураторов. Вот все это должно быть прописано, потому что для экспертов это очень важно, как вы работаете с целевыми группами в проекте. Поэтому вот эти это вот мероприятие как раз-таки, да, вот кто-то писал там подготовительное, организационное, допустим, да, это, скорее всего, организационные как бы мероприятия, да, организационного характера, так скажем, вот, и они должны быть обязательно быть. Чаще всего вот это вот допускают. Поэтому это вот возьмите на заметку. Следующий слайд. Охвачена не вся указанная география проекта. Чаще всего вот эта вот ошибка появляется в республиканских проектах. Допустим, пишут о том, что она будет реализована на всей территории Республики Саха-Якутия, допустим, а смотрим календарный план, там указан лишь Хангаласский область, Усалданский область, допустим, да, и там село Барагонца или там город Покров, допустим, а дальше эксперт не видит, например, указаны только 2 географические локации, а как же Республика Саха-Якутия, а как же собирают другие районы, допустим, да, то есть вот это вот. Поэтому вы даже, когда будете писать проект в календарном плане, обязательно в скобочках можете указать, потому что такое-то мероприятие проходит в каких-то населенных пунктах, каких-то районах, да, вот. Или изначально в географии проекта указать именно те районы, которые вы будете охватывать, потому что это, как говорится, это очень важно. Именно вот как раз-таки масштаб проекта, это один из критериев в фонде президентских грантов, из 10 критериев. И вот как раз-таки баллы вы не получите из-за того, что всего лишь надо было бы указать в календарном плане, оказывается, всего лишь вот у района Улуса хорошенько, да,
подробно, а вы этого не указали, и за масштаб проекта вы получаете всего лишь там 2 или 3 балла, допустим. То есть, смотрите, все должно быть внимательно. Следующий слайд. Третья ошибка. В календарном плане нет количественных результатов мероприятия. И не только количественных, но и качественных результатов мероприятия, потому что самое важное, вот, в календарном плане есть прямо отдельный столбец ожидаемые результаты. Отдельный столбец. Значит, мы должны прописать там количественные и качественные результаты. Обязательно. 150 человек примут участие в мероприятии. Из них сколько-то овладеют какими-то компетенциями, навыками, умениями, сколько-то там войдут в реестр поставщиков соцуслуг, или сколько-то выпускников трудоустроятся, найдут себе работу, финансово будут стабильны. То есть вы должны быть обязательно количественные данные, обязательно должны быть качественные результаты в каждом мероприятии. Вы должны каждое мероприятие вот линеечкой, как говорится, проверять, имеется ли в моих ожидаемых результатах в одном мероприятии количественные и качественные, удовлетворяют ли они меня. В следующее мероприятие смотрим, ожидаемые результаты, я прописал ли я количественные и качественные результаты. Если всего этого нет, то, естественно, вы получите очень мало баллов. И, как говорится, не докажете о том, что вы сможете, как говорится, что вам нужен этот проект, что вы сможете решить эту проблему. Если нет количественных и качественных результатов, то эксперты понимают, что вы не имеете представления вообще, как достигнуть результатов. И, соответственно, к вам нет доверия. А должно быть очень четко, подробно написано. Так, следующая ошибка. Мероприятие не относится к решению задач. Вот как раз-таки у нас буквально летом за кратчайшие сроки прошел специальный конкурс фонда президентских грантов, который направлен на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы смотрели, какие проекты поступают на специальный конкурс. К сожалению, они были совсем не связаны с ковидом. Какой-то фестиваль проходит, кто-то едет куда-то там, какая-то ассоциация принимает участие в каком-то форуме, допустим. Но никак они не соотносятся против борьбы с ковид. Иногда бывает такое, что в проектах появляется, например, какая-то социальная такая проблема, работают с безработными людьми, вот, без определенного места жительства, с бомжами, так скажем, да, и тут появляется мероприятие «Новый год», допустим. Вот мероприятие, которое вообще не относится к решению задач. Вот это вообще делать нельзя. Если вы хотите там включить Новый год как один из мероприятий, то вы можете нам написать, например, там, через запятую, что там итоги года, там, планирование будущего, может быть, допустим, да, для безработных. То есть вот этих вот мероприятий не должно быть. Мероприятия должны быть четко направлены на решение задач, и плюс они должны давать вам результат, количественный и качественный результат. Еще раз повторяюсь, вот. Вот этих мероприятий у вас не должно быть. Следующее, что у нас там дальше? Да, и пятая ошибка. Не хватает мероприятий для достижения результата проекта. Вот чего-то не хватает. Или информационных кампаний. Вот, например, бывает такая вот цель формирования ответственного родительства, скажем, да, сейчас очень популярно об этом говорить. И, ну, там провели там пару тренингов, там встретились с родителями, что-то, вот чего-то не хватает. А проект республиканский, допустим. То есть мне кажется, необходимо включить в проект, мне кажется, в календарный план мероприятия такой информационного характера, что информационная акция, мы раздаем там флайеры, ролики крутятся там на НДК САХА о том, что вот, ответственное родительство, или передача появляется какая-то, или там книжка какая-то выпускается, да, то есть или в нескольких районах проводится школа ответственного родительства, привлекаются самые опытные психологи, допустим, да, то есть, как сказать-то, то есть вот как не хватает мероприятий для эффекта, чтобы и иногда не хватает тех мероприятий, которых мы могли бы достигнуть и количественных результатов, и качественных результатов. Вот, поэтому, как говорится, вот об этом, вот все время хочется сказать про баланс, да, что обязательно должно быть именно то достаточное количество мероприятий, которое необходимо для достижения результата. Так, следующий слайд.
Так, вот, какие мероприятия отражать в разделе «Календарный план». Абсолютно не нужно писать отдельные мероприятия, встречи команды, оценка рисков проекта, заключение договоров. Вот этого всего не надо. Это наша внутренняя работа. А что нужно? Нужно как раз-таки содержательные, подготовительные. Да, закупка оборудования, да, ремонт помещений, да, информационная кампания по набору участников, например, да. То есть они должны быть содержательные, подготовительные, но не организационные. На мелкие какие-то вещи мы не должны распыляться, да. Поэтому, как говорится, имейте тоже в виду. Угу. Следующий слайд. Угу. Вот, что должно включать в себя календарный план. Ну, мероприятие, допустим, да, каждое мероприятие, оно должно включать содержание, что за мероприятие, оно должно включать в себя место проведения, там в городе Якутске будет проведено что-то, время проведения, там имеется в виду сроки, имеется, да, количественный и качественный результат. Еще раз повторяюсь, в каждом мероприятии у вас должны быть вот эти вот результаты. Угу. Так, следующий слайд. Вот. На какие вопросы должен отвечать календарный план? Понятно ли из описания мероприятий, то есть вы сами для себя должны выступать экспертами, понятно ли из описания мероприятий, зачем, для кого они проводятся и что будет происходить? Понятна ли последовательность мероприятий во времени, есть ли она вообще? Вы можете даже просто взять, как говорится, свой календарный план, передать своему другу, соседу, коллеге и сказать о том, что прочитай мои мероприятия, как тебе кажется, оно цельно, оно логично, оно вытекает друг из друга, и вообще стоит ли это провести, достигну ли я вот этих вот результатов, которые я поставила, достигну ли я цель, задачи и вообще те результаты, которые я поставила перед собой. То есть надо обязательно показать, да, эксперту или там. Вот, мы возвращаемся к нашему проекту-победителю второго конкурса Фонда президентских грантов, и как раз-таки мы сейчас посмотрим, какие же мероприятия у них родились из тех задач, которые были. Помните, да, было 4 задачи, и сейчас мы посмотрим, как же они прописали мероприятия для того, чтобы решить ту или иную задачу. А задач было 4. Угу. Вот, первая задача была, она звучала так, профориентация, повышение интереса и формирование умений, навыков ухода и выращивания зерновых овощных культур, крупного рогатого скота, формирование бизнес-компетенций у детей и подростков в школе юного фермера. У них родились всего лишь 2 мероприятия. Но посмотрите, как они прописаны. Школа юного фермера 1.0, и в скобке четко не прописали для учащихся начальной школы, то есть это уровень начальной школы. Школа юного фермера 2.0 для учащихся среднего и старшего звеньев школы. То есть эксперт уже четко понимает, что школа у них будет делиться по уровням, и она будет направлена на разные целевые группы. И четко тут прописали 60 детей, 10 волонтеров, 20 родителей, а внизу, смотрите, 130 детей, 20 волонтеров, 30 родителей. И как они подробно расписали. Вы смотрите, что будет происходить в содержании проекта. И в самом последнем, и прочитайте внимательно последние предложения. В результате мероприятий, что они обретут, какими знаниями, навыками, умениями. Вот, то есть почему мы больше ориентировались к такому подробному описанию содержания деятельности мероприятий, потому что благодаря этому проекту, благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов, эта организация выиграла 2 с лишним миллиона рублей и приобрели сельскохозяйственной техники, очень много, палатки, там, туристические снаряды, все, и даже уличная, вот это вот уличная, как это называется, уличный тренажер, допустим, да, для села, для маленького села. Поэтому, как говорится, они возложили очень много усилий на то, чтобы эксперты поняли, что это надо, что это нужно. С душой был написан проект, поэтому мы вот видим, что они подробно все расписали. Так, следующий слайд.
Вот, смотрите, вторая задача была о внедрении в селе школы мир сельских профессий, старших подростков, тут четко прописано. И вы видите, что первая сессия мир сельских профессий, первое мероприятие, и вторая сессия мир сельских мероприятий. И смотрите, как они шикарно все это прописали. Принимают участие 40 старших подростков, учащихся 9-11 классов. А внизу смотрите, какие компетенции, навыки они обретут. То есть вот так вот подробно они прописали. И даже прописали, как будет использоваться вот тот самый мини-трактор, который они приобрели Сентай, да? То есть все, как говорится, для того, чтобы доказать экспертам фонда президентских грантов, что это очень нужный проект, что мы имеем образ того, чего мы хотим достичь, реализовать. Вот, следующий слайд. Третья задача. То же самое. Для решения вот этой третьей задачи, здорового образа жизни, спорта, у нас появились два вот этих мероприятия. Цикл мероприятий «Защищаем Родину» и цикл мероприятий «Спорт. Норма жизни». И тут они четко прописали про то, кто примет участие, что будет включено в цикл мероприятий, и что в результате всего этого у детей повысится, как говорится, выносливость, развитие, становление своих детей. И все это очень четко прописано, количественные и качественные результаты. Я думаю, что экспертам очень понравилось, потому что здесь они действительно, как говорится, трудились. Проект был написан в течение даже больше месяца, мне кажется, потому что они обратились в конце февраля, подали 4 апреля. Да, получается, больше месяца писали. Так, и четвертая задача. Давайте посмотрим, как пример победителя, да, привлечение к участию в проекте профессиональных волонтеров. Это вот два мероприятия, волонтеров и родителей. Поэтому у нас два мероприятия. Одно мероприятие четко по волонтерам, одно мероприятие четко по ответственному родительству. И мы четко видим, что 60 волонтеров, 150 родителей, что будет происходить с ними, что с ними будет делать там психолог, да, команда проекта, и что в результате этих мероприятий у волонтеров появится, какие результаты произойдут с родителями в результате этого мероприятия. Вот так и надо писать. Вот, следующий слайд, нам надо ускоряться. Вот, смотрите, как раз таки, как мы должны проверять себя. Всегда надо проверять себя. Идем, есть такая вот технология, обратная логика, когда мы читаем свои мероприятия и соотносим их с задачами, обратно идем, и думаем, вот как эти мероприятия решают мои задачи, а вот как эти задачи решают мою цель, а как эта цель решает мою проблему нашей целевой группы. Поэтому вот эта вот технология проверки, да, обратная логика, она должна быть обязательно иметься. И следующая технология проверки, правильно ли мы составляем календарный план. Следующий слайд. Сумма результатов, про то, о чем говорили Ольга Анатольевна и Дмитрий Михайлович на том вебинаре, о том, что вот видите, да, количественный результат и качественный результат. Вот смотрите, в каждом мероприятии, вот задача 1, 2 мероприятия, мы это все суммируем насквозь, каждое мероприятие, потом мы суммируем качественные результаты, и все это, вот как раз количественные и качественные результаты у нас должны появиться в разделе о проекте. В самом начале, когда эксперт только открывает и смотрит, ага, вот эти результаты они хотят достичь. А я посмотрю их мероприятие, допустим. Вот как раз-таки у вас должна вот эта схема, как говорится, сидеть в голове, и вот сейчас даже можете сфотографировать для себя, как все это делается. И эксперты будут как раз-таки и суммировать ваши мероприятия, смотреть, где какие количественные результаты, качественные результаты вы поставили. И это должно в сумме, как говорится, соотноситься. Следующий слайд. Диаграмма Ганта. Совсем коротко скажу о том, что это, в принципе, применяется и в разработке проекта календарного плана, и она также сейчас мы используем ее в реализации проекта, да? То есть задачи, мероприятия, и мы потом мероприятия, как говорится, распределяем по месяцам. То есть диаграмма Ганта, мы на этом сейчас долго не будем останавливаться. Следующий слайд.
Нет, мы все, возвращаемся. Сейчас, да. Вот, сейчас вот на этом мы завершаем разбирать раздел «Календарный план». Я сейчас передаю слово моей коллеге Тамарико Дичковской, нашему методисту-тренеру. Она вам расскажет про бюджет проекта. Я передаю эстафету, но потом я коротко расскажу о том, как заработать баллы в критерии информационной открытости организации, потому что мы на нем получаем максимальные баллы, и нам есть в чем рассказать. Я прерываюсь и передаю слово Тамарико. Всем привет. Так, я включаю демонстрацию экрана, да? И у нас презентация. Так, слайд-шоу. Видно мою презентацию, да, ребят? Да. Угу. Так, всем еще раз привет. Сегодня я постараюсь вместе с вами подробно разобрать бюджетную часть заявки в фонд президентских грантов. Презентация довольно объемная, но я надеюсь, что вам будет интересно. Наша сегодня главная задача – это понять, как правильно составить бюджет заявки. Я так понимаю, что сегодня у нас присутствуют участники, которые уже участвовали в предыдущих конкурсах, и новички. Поэтому я начну с базовых понятий, с общих понятий бюджета, что такое бюджет. То есть продолжу рассмотрим критерии оценки бюджетной части заявки в фонд, какие расходы запрещены и не рекомендованы фондом. Разберем статьи расходов бюджета на примере конкретного проекта победителя. И рассмотрим в конце типичные ошибки, которые допускаются при формировании бюджета. Перед тем, как перейти к общим понятиям, я бы хотела, чтобы вы через тот же сайт menti.com ответили на вопрос, что такое бюджет проекта в вашем понимании. Пожалуйста, зайдите на сайт menti.com, пароль я тут указала специально для удобства, и ответьте на вопрос, что в вашем понимании является бюджетом проекта, что входит в это понятие бюджет проекта. А как мне увидеть ответы, Леня? Что-то я тут ничего не вижу. Так. Ой, Леня, Дима, подскажите, как мне увидеть ответы? Мне надо сейчас выключить демонстрацию экрана, чтобы ее мог запустить Леонид. И тогда ее будет видно. Мышкой наверх там будет отключить демонстрацию экрана. Я поняла. Отключилась, да? Пока нет, сейчас. А вот так, если паузу ставить. Угу. Все, вот. Так, ответов пока не вижу. Бюджет проекта – это… Тут отвечают в чате. Сегодня совсем не активные у нас участники. Сметная часть. Хорошо. Еще один ответ дождемся, и мы продолжим. Финансовая часть проекта, выделяемые деньги. Угу. Очень обширные понятия пишутся. Так, ну давайте продолжим. Я открою свою презентацию. Угу.
Бюджет проекта — это совокупная стоимость проекта, выраженная в денежном эквиваленте. Почему в денежном эквиваленте? Потому что оценивается и включается в бюджет проекта не только прямые денежные вливания, но и все ресурсы, которые будут использованы в ходе реализации проекта, для реализации вашего проекта, для достижения цели. Поэтому это средства гранта плюс софинансирование. И в топ вопросов входит всегда вопрос, что такое софинансирование. В софинансирование включаются собственный вклад организации, и в понятие вклада входят человеческие, материальные, нематериальные ресурсы, то есть это, может быть, услуги, работы членов вашей команды, аренда помещения, где вы находитесь. Все это является софинансированием. То есть вы все это оцениваете и включаете в софинансируемую часть бюджета. Основные принципы составления бюджета. Какие основные принципы есть? Необходимо соблюсти принцип обоснованности и реалистичности. Что такое обоснованность? Обоснованность — это когда каждая статья расходов соответствует конкретному мероприятию. Мы видим, что календарный план должен соответствовать бюджету. Бюджет должен обеспечивать реализацию проекта и всех мероприятий проекта. Реалистичность. Не завышайте величину расходов, опишите каждую статью подробно, детализированно. Нужно раскрыть информацию, откуда взята стоимость услуги или товара. Нужно прикрепить ссылки на стоимость этих товаров. Также она должна, стоимость всех товаров и услуг должна соответствовать рыночной цене. Бюджет по проекту составляется руководителем организации. То есть руководитель организации должен обязательно увидеть бюджет, прочувствовать его, да, представить, что он уже реализует проект, расходует средства по гранту, и руководитель организации должен понимать, что бюджет проекта — это 100% его ответственность. Далее, вот проходные баллы, установленные во втором конкурсе 2020 года. Данные проходные баллы устанавливаются в каждом конкурсе отдельно на координационной комиссии. И мы видим здесь, что чем меньше сумма, тем легче набрать баллы. И мы советуем молодым организациям и организациям, у которых не имеется опыта реализации проектов, запрашивать сумму до 500 тысяч рублей. То есть не замахиваться на сразу какую-то крупную сумму, потому что фонд обязательно учитывает опыт организации в реализации социальных проектов. Критерии оценки бюджета. Как видно из слайда, есть 3 критерия по оценке бюджета. 4-й, 5-й и 7-й критерий. По данным критериям оценивается ваша заявка, бюджетная часть заявки, и, как вы видите, есть коэффициенты значимости, то есть по каждому критерию есть коэффициент значимости. И к примеру, проекты до 500 тысяч рублей имеют по 4-му критерию коэффициент значимости 2. Как мы помним, баллы проставляются от 1 до 10 баллов по каждому критерию. И если, к примеру, проект до 500 тысяч рублей наберет, эксперт проставит ему 10 баллов проекту заявки, то это количество баллов превращается автоматически в 20 баллов, если проект до 500 тысяч рублей. То есть по этим коэффициентам значимости вам нужно просмотреть и оценить вашу заявку и увидеть, насколько вот каждый критерий значим вот, согласно этой таблице. Эта таблица есть в положении о конкурсе, возможно, вы уже его видели.
формирование бюджета происходит вот исключительно по данной логике, по данной схеме, потому что необходимо для начала установить проблему целевой группы, установить цели, задачи, понять, какие результаты вы хотите достичь, потому что очень часто организации начинают составление своего проекта с вопроса, что нужно купить для нашей организации через этот проект, что является стратегически, конечно же, неверным. Эта схема взята из презентации самого фонда президентских грантов, поэтому можете прям сфотографировать для себя. Необходимо вот прям по данной схеме составлять свой проект, и бюджет проекта здесь является третьим делом. То есть бюджет составляется практически уже, когда все мероприятия, календарный план уже понятен, кто будет участвовать в реализации проекта. Только после этого вы составляете бюджет. Какие расходы не допускаются по гранту? Не допускаются расходы, не связанные с реализацией проекта, я думаю, что это понятно. Нельзя приобрести недвижимость, нельзя затратить средства на капитальное строительство, нельзя, конечно же, приобрести алкогольную и табачную продукцию, ни в коем случае, конечно, нельзя затратить средства на проведение политических митингов, акций и направить средства на финансирование политических партий. Также запрещается погашать задолженность за счет средств гранта, которые у вас имеются перед третьими лицами, перед кредиторами, и запрещается затрачивать средства гранта на уплату пеней и штрафов перед бюджетом. Какие расходы не рекомендуются? Регрантинг. Регрантинг — это когда вы получаете средства гранта, чтобы организовать свой конкурс и распределить еще раз эти средства между участниками конкурса. За исключением направления выявления молодых талантов, регрантинг не рекомендуется. Если же он у вас все-таки же есть в рамках проекта и предусмотрен в виде тоже какого-то конкурса, то необходимо очень хорошо обосновать. А так вот регрантинг не приветствуется фондом. Приобретение призов и подарков стоимостью более 4000 рублей. Также не рекомендуется, потому что, понятно, что вот эти призы и подарки могут быть предусмотрены, конечно, в рамках тоже мероприятий ваших, да, но понятно, что это не поможет, какие-то дорогие подарки и призы не помогут вам достичь целей вашего проекта. Не рекомендуется приобретать продукты питания в целях раздачи их в виде материальной помощи, приобретать туристические путевки, проводить фундаментальные научные исследования. Все-таки фундаментальные научные исследования — это задача государственная или каких-то крупных частных инвесторов, но не социальных проектов. Не рекомендуется создавать новые памятники или монументы. Здесь вот я бы хотела остановиться. Есть множество проектов социальных, которые направлены на создание вот как раз таких памятников или монументов, но здесь нужно обосновать тоже, что вот таких памятника какому-то деятелю научному или деятелю искусства в рамках нашей местности нету. Нужно, в общем, объяснить очень хорошо, почему вы решили возвести памятник или какой-либо монумент, предмет арт-объекта. Непредвиденные расходы или не детализированные прочие расходы также не рекомендуется. То есть мне кажется, что здесь нужно отметить, что не допускается даже прописывать в бюджетной части заявки, что вот мы предусматриваем на непредвиденные расходы какую-то сумму. Обязательно должна быть детализация каждой статьи расходов. Далее. Переходим к разбору проекта. На примере проекта победителя. Здесь у нас есть как пример, положительный пример, так и антипримеры.
всего 9 статей расходов по бюджету. И первая статья у нас предусмотрена под оплату труда штатных работников. В данном примере у нас оплата штатного работника, руководителя проекта, включена в качестве софинансирования. И здесь очень правильно приведены расчеты. Сумма, пожалуйста, когда вы включаете стоимость оплаты труда штатного работника, вы учитываете вот сумму, если она в софинансировании или там запрашиваемой сумме, нужно учитывать сумму с учетом НДФЛ 13%. То есть, когда вы там станете победителем и начнете выплаты заработной платы, на руки ваш работник получит сумму за вычетом вот этих 13%. Поэтому здесь указывается общая сумма с учетом 13% НДФЛ. В комментариях указана верно спецификация, то есть функционал этого работника обязательно описываете, насколько он будет занят в проекте, какие обязанности он будет выполнять по проекту. Здесь у нас не указан источник софинансирования, то есть в каждой статье расходов необходимо указывать, откуда вы собираетесь софинансировать ту или иную статью расходов. Далее. Так, подстатья 1.2, в этой же статье номер 1 у нас предусматривается под выплаты физическим лицам по договорам ГПХ. То есть это физические лица, которые привлечены, чтобы выполнить конкретную услугу, либо разовую услугу, и они не являются организациями и не являются индивидуальными предпринимателями. В данном случае у нас привлекается народный мастер-художник-скульптор. Его вознаграждение по услуге составляет 950 тысяч рублей со средств гранта. Софинансирование 429 тысяч рублей. Приведена спецификация услуг, что конкретно он будет исполнять. Есть описание уникальности, то есть заявитель доказал, что его услуги уникальны, поэтому сумма такая высокая. Есть расчеты стоимости детализации услуг. И есть письмо «Поддержка» от самого исполнителя насчет софинансирования. То есть вот эта вот сумма 429 тысяч является его софинансированием, то есть он безвозмездно вот эту сумму, в рамках этой суммы оказывает услуги. И от него имеется письмо «Поддержка». То есть если у вас есть даже работники, кстати, которые работают безвозмездно в рамках вашего проекта, то они тоже должны предъявлять письмо согласия о том, что они готовы вот в данный период на такую-то сумму оказывать безвозмездные работы, либо услуги. Статья номер 1, также подстатья 1.3, страховые взносы. Вот здесь у нас по данному же проекту есть антипримеры. Тут не приведены расчеты страховых взносов. Страховые взносы — это у нас взносы в фонд социального страхования и взносы в пенсионный фонд. И здесь у нас не приведены расчеты, нет комментариев, какой тариф применяется при расчете страховых взносов. Есть два тарифа. Пониженный тариф в соответствии с пунктом 7.8 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которого организации, которые выполняют там определенную деятельность в области культуры, там социальные благотворительные фонды, они высчитывают себе вот эти взносы по пониженному тарифу. 20% для работников по трудовому договору и 20,2% с выплат физическим лицам. Если же вы не относитесь к этой категории организаций, тогда вы считаете свои страховые взносы по стандартным тарифам. 30,2% для работников по трудовому договору и 27,1% с выплат физическим лицам. Все это вы рассчитываете, все расчеты отражаете в комментариях. Здесь расчеты не приведены, что является ошибкой. Статья 2.
Статья 2 предусматривает расходы на командировки, и командировочные расходы могут быть, здесь внимание, могут быть рассчитаны только на штатных работников, членов команды проекта. Командировки должны соответствовать мероприятиям проекта. В комментариях необходимо ответить на вопрос, почему сотруднику необходима эта поездка и каким образом эта поездка достигает цели вашего проекта или там, решает какую-то задачу. То есть это тоже необходимо прописать. Необходимо детализировать расчеты, как вы посчитали суточные, необходимо прикрепить ссылки на сайты авиакомпаний, там, необходимо прикрепить, может быть, даже на Booking, да, стоимость гостиницы в данном городе, показать, сколько она стоит. Все эти ссылки необходимо прикрепить. Командировки за границу, но я не встречала еще проекты, которые, республиканские проекты, которые предусматривают командировку за границу, но все-таки, если такой проект у кого-то будет, то хочу сказать, что только по направлению развития дипломатии предусматриваются командировки за границу. В других случаях командировки за границу не будут финансироваться фондом. Статья 3. Офисные расходы. В офисные расходы у нас входят аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение. Здесь, в данном примере этого же проекта, автоматически у всех проектов, кстати, стоит услуга электронного документооборота e-invoicing. Она сразу посчитана у вас, вы, наверное, заметили, когда заходили в бюджетную часть заявки. И заявитель здесь рассчитывает сумму аренды помещения в качестве софинансирования, но не включает расходы банковских услуг, а они будут все равно у вас по проекту, то есть необходимо их тоже посчитать, и это 30 рублей за одно платежное поручение. Тарифы нужно смотреть на сайте самого Сбербанка. После того, как ваш проект станет победителем, вам необходимо будет открыть специальный расчетный счет в ПАО Сбербанк, и услуга открытия и ведения счета является бесплатной, но вот эти вот переводы, начисления там заработных плат, они платные. И поэтому нужно смотреть, нужно высчитывать, сколько примерно платежек у вас будет в ходе реализации проекта, согласно вот вашему календарному плану. В данном примере недостаточно комментариев, сколько месяцев будет использоваться помещение, вот это вот, которое софинансируется, но представлены документы, подтверждающие право владения помещением, что является также верным. То есть заявитель подтвердил, что помещение у него в собственности, как бы проблем с использованием не будет, по оплате не будет. Но в любом случае он посчитал вот примерно, сколько стоит аренда аналогичного помещения на рынке, на республиканском рынке. Так, далее, статья номер 4. Приобретение, аренда спецоборудования, инвентаря. В данной статье необходимо кратко пояснить необходимость приобретения оборудования для решения задач проекта. Почему нельзя арендовать аналогичное оборудование, почему нужно именно купить в собственность организации, как вы будете его использовать в последующем, когда вы реализуете проект, когда все закончится. Все это нужно отразить в комментариях. Потому что если оборудование будет использовано только в рамках проекта, а потом оно будет никому не нужно, или если эксперт увидит, что оборудование приобретается, чтобы только решить какие-то организационные, хозяйственные вопросы организации, то, конечно же, это минус балл. Указать обязательно ссылки на аналогичные товары нужно.
То есть если это оборудование специализированное, нужно также объяснить, то есть указать ссылки, сколько стоит у продавцов этот товар. Так, статья 4. В данном примере, этот же пример получается, приобретаются строительные материалы, и здесь очень подробно представлена смета, составленная проектной организацией. То есть заявители заранее пошли в проектную организацию, получили смету и отразили ее в бюджетной части. Прям прописали, сколько до мелочей, да, видите, сколько стоит там килограмм штукатурки, сколько стоит один блок строительный. Все это прописано, и поэтому здесь, конечно же, плюс балл. Статья номер 5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные логичные расходы. По статье номер 5, если у вас проект предусматривает разработку и поддержку сайтов, необходимо приложить техническое задание разработки и поддержки сайта, либо приложения, либо информационной системы. То есть техническое задание вам необходимо заранее также заказать, либо разработать и рассчитать, показать, сколько стоит час работы, сколько стоит, сколько будет использоваться, к примеру, поддержка от IT-компании, техническая поддержка. Эксперту должно быть понятно, что будет внутри сайта, приложения, платформы, объем и сложность работы, связка с реализацией целей проекта, конечно же, обязательно. Статья номер 7. Расходы на проведение мероприятий. В данную статью это, наверное, самая объемная статья расходов, потому что в основном по проектам присутствуют расходы на проведение мероприятий. Это могут быть какие-то семинары, фестивали, какие-то мероприятия, образовательные мероприятия, которые требуют аренды помещения, да, разовой аренды помещения, транспорта, оплату проезда спикером, оплату питания участников, волонтеров. Также даже полиграфия в рамках этих мероприятий также входит, расходы на печатной продукции также входят в статью номер 7, если они связаны с проведением мероприятий. То есть сюда включаются расходы на разовую аренду помещения, транспорта, оплату проезда спикером и питание участников мероприятия. Здесь в данном примере, это тот же проект, не указаны детализированные расчеты, труд волонтеров не указан в качестве софинансирования, а мы помним, что волонтеры, если даже они бесплатно работают, необходимо оценивать их труд. Не указаны источники софинансирования, указаны мероприятия с календарного плана, это да, это обязательно, то есть вы в любом случае указываете в расходах только те расходы, которые связаны с вашим мероприятием. Так, статья 8. Статья 8 предусматривает расходы на издательские и полиграфические расходы. И здесь нужно понимать, что эта статья оплачивает те расходы, которые связаны с проектами, в которых прям печать материалов решает ту или иную задачу, либо достигает цель. К примеру, был проект печать 100 великих журналистов России, и там, конечно же, печать книги. И там, конечно же, основная цель, то есть задача была распечатать эту книгу там, в скольких-то экземплярах. И здесь понятно, что расходы по данному проекту будут входить, основные расходы будут входить в статью номер 8, издательские и полиграфические расходы. И важно ответить на вопрос, почему нужна печать этих материалов, почему нельзя сделать онлайн-версию.
этой продукции. Нужно детализировать, сколько страниц, какой будет формат, стоимость за штуку и даже какой тип бумаги будет использоваться, да. Даже можно прайс полиграфической организации тоже включить сюда, прикрепить. Расходы по данной статье еще раз должны быть обоснованы и достигать цели проекта. Прочие прямые расходы. Сюда включаются расходы, которые не вошли в другие статьи, которые вы никак не смогли примерить к другим статьям, и вы включаете их в 9-ю статью, если ни под одну другую статью не подходят расходы. Но не рекомендуется залаживать основные расходы по проекту в данную статью, хотя, если вы также хорошо обоснуете, детализируете, то я думаю, что можно и в 9-ю статью. Но фонд, сами специалисты фонда не рекомендуют залаживать основные расходы в данную статью. Так, и следующий слайд. Ой, типичные ошибки. Нужно понимать, все время держать в голове, что вот прям жесткая связка есть, да, между календарным планом и бюджетом. То есть, когда вы составляете бюджет, вы все время смотрите на свой календарный план, на свои мероприятия. И эта связка, она непрерывная. Типичные ошибки, которые допускают заявители при составлении бюджета. В бюджет очень часто залаживают расходы, не связанные с календарным планом, либо наоборот, в бюджете нет расходов на мероприятия проекта, указанные в календарном плане, наоборот. Также в бюджете очень часто не отражают средства софинансирования. Члены команды и функционал каждого не отражены в статье расходов оплаты труда, то есть члены команды прописаны в проекте, но в бюджете их, например, нет совсем. Указан вклад партнеров, но нет писем поддержки. Это тоже очень частая ошибка. Если вы указываете, что у вас софинансирование за счет партнеров, то вам нужно обязательно прикрепить от него письмо поддержки с описанием, на какую сумму или там, чем конкретно он поможет в ходе реализации проекта. У организации нет опыта работы с запрашиваемой суммой. Но здесь тоже вот про то, что молодые организации не запрашивают слишком завышенную сумму, более 500 тысяч рублей, да, при этом у них нет опыта работы с такими оборотами крупными, и эксперт, конечно же, вряд ли пропустит такую заявку. Нет подробного обоснования в комментариях. Тоже очень частая ошибка. Часто просто комментарии оставляют пустыми и отправляют заявку в таком виде. Сразу можно будет сказать, что заявка не наберет достаточных баллов. Количественные результаты несоразмерны запрашиваемой сумме. Тут нужно понимать, что вот вы запрашиваете, к примеру, там более 10 миллионов рублей, а решается какая-то проблема, которая обозначена только там, в каких-то небольших масштабах в селе, и при этом количественные результаты целевой аудитории указаны там 20 человек, а цена проекта 3 миллиона. Вот, поэтому нужно тоже это учитывать, количество вашей целевой аудитории, благополучателей и соотношение с запрашиваемой суммой. Вот, у меня, в принципе, все. И сейчас Надежда продолжит и расскажет про организацию заявителя. Вопросы, если у вас будут, то вы можете их задать, но сегодня у нас время уже заканчивается, поэтому можете задать их через WhatsApp, либо позвонить по контактному номеру, который будет указан в конце. Так, как я тут выхожу? Да, тебе надо сейчас выйти, потому что у меня есть там пару слайдов. Совсем коротко мы сейчас остановимся, коллеги, с вами на организации заявитель, потому что вот как раз-таки, как хорошо, полно, качественно мы заполним этот раздел организация заявитель, будет зависеть наши критерии,
команда проекта, организация, опыт как команды проекта, а также информационная открытость организации, как раз-таки они будут зависеть от того, как мы будем, как говорится, зарабатывать баллы на экспертизе. Вот смотрите, исходя из последнего опыта, мы все равно смотрим, какие-то проекты, как говорится, качественно, хорошо заполненные проекты, иногда у нас просто, как говорится, досадно, не хватает 1 балла, полбалла или 2 баллов, и всегда это у нас такой косяк именно по информационной открытости, по организации, поэтому из того, что мы последние проекты вот смотрели, все равно мы ведем некий мониторинг, все-таки нужен сайт для организации, есть инструмент создания, бесплатного создания простого сайта, один из инструментов это сайт «Моя Россия», moyarossiya.rf, то есть на этом сайте можно создать сайт хороший, доступный, простой и бесплатно на этом сайте, используя этот сайт, поэтому все-таки нужен сайт. Если сайт невозможен, то должны быть социальные сети, потому что без этих вот инструментов, как говорится, технологий, действительно заработать баллы вообще никак невозможно, да? В организации «Заявитель» там есть раздел про реализованные проекты в течение там 3 или 5 лет, да. Чаще всего очень многие НКО обращаются, и все говорят о том, что ну вот у нас не было проекта, вот нельзя вот так говорить. Все равно у вас есть какие-то добрые дела, мероприятия, может какой-то конкурс вы провели, фестиваль провели, сбор что-то провели, какую-то акцию провели. Вот про это все равно надо будет написать. Это был ваш какой-то мини-проект, поэтому обязательно это раздел, где вот реализованные проекты, надо указать. Если не было, чисто было реализовано 0 рублей, 0 копеек, допустим, так и пишите, ничего страшного. Сколько приняли участие волонтеров, сколько приняли участие в проекте. Вот про это тоже нужно прописать обязательно. Интернет-ссылки на публикации, они должны быть обязательно быть, поэтому вот как раз-таки, если даже у вас нет публикаций в республиканских СМИ, допустим, ЕСИА, Сахалави, КТРУ, допустим, ничего страшного, поэтому используйте сайт ОУС Медиа, если вы публикуетесь в районных газетах, то автоматически ваши материалы выходят на сайте ОУС Медиа, поэтому надо сотрудничать с ними, да, поэтому вот интернет-ссылки очень важно. Что касается дополнительных документов, чаще всего у организаций бывают шикарные авторские технологии, какие-то методические издания, пособия, которые вы выпускаете, и как раз-таки, если они имеются в электронном виде, их надо прикреплять, где вот раздел «Дополнительные документы организации». То есть мы таким образом, как говорится, показываем эксперту, что мы продвинутые, что мы еще вот этим вот занимаемся, что у нас есть вот эти соглашения, посмотрите, то есть мы открыты, сотрудничеству, партнерству, мы живая организация, вот что важно нам показать. Кроме того, видеоотзывы в целевой группе экспертов. Вот это вот можно, как говорится, прикрепить не в разделе организации заявитель, хотя я здесь указала, да, можно ее прикрепить в разделе организация заявитель. Вот мы буквально, как говорится, 28 августа узнали о том, что мы победили в специальном конкурсе Фонда президентских грантов. Для этого нам, получается, наш наставник, наш, получается, вдохновитель, эксперт большой Александр Самедович Гизалов из Москвы отправил видеоотзыв о том, что фонд «Семья для ребенка» давно занимается поддержкой выпускников детских домов, им надо доверять, у них шикарные проекты. И маленький видеоролик мы прикрепили в разделе «Организация заявителей». Помимо того, наши постоянные участники проектов, наша целевая группа, выпускники детских домов создали специально для нас видеоролик, видеоотзывами, да, что нам нужны проекты фонда «Семья для ребенка», возобновите консультации, встречи, мы хотим с вами сотрудничать. То есть совсем маленький ролик, выпускники детских домов сделали нарезки, и мы это тоже прикрепили в разделе «Организация заявителей». Поэтому мы получили хорошие баллы. Помимо этого, публичный отчет. Если имеется отчет публичный годовой, да, то если мы ее прикрепляем, если он имеется хотя бы на сайте вашей организации или в соцсетях, то, как говорится, многие эксперты пишут о том, что на это можно заработать от 1 балла и выше. Но
Не знаю, как это связано с экспертизой, потому что буквально год назад мы получили 9 баллов за информационную открытость, 9 баллов и 10 баллов. А в этом году, помимо того, что мы больше информации вроде бы на сайте опубликовали, мы почему-то получили 8,3 балла, допустим. Но ниже 8 баллов за информационную открытость мы не получаем, потому что у нас есть сайт, потому что мы постоянно публикуем новости, постоянно публикуем отчетные документы, и плюс фонды у нас ежегодно должны опубликовать аудит годовой, да, мы это тоже прикрепили, и бухгалтерский баланс прикрепили, и все проекты прописали на сайте, поэтому, как говорится, ниже 8 баллов мы не получаем. Но все равно у меня есть вопрос, конечно, к экспертизе, потому что почему-то в прошлом году мы получили 9 баллов, а в этом году ниже, хотя информации больше. Вот, поэтому вот на этот критерий я прошу, чтобы вы обратили внимание. Если у вас есть вопросы, у нас, конечно, время очень долго мы сидим, получается, ровно 1,5 часа, но если у вас есть вопросы, вы можете написать в чате, либо, как сказала Тамарико, вы можете написать, то есть написать на почту электронную, либо, как говорится, позвонить по указанным телефонным номерам. Мы всегда открыты, к сожалению, мы сейчас работаем в дистанционной форме, вот даже мы сейчас планировали с Тамарико сидеть рядом, как говорится, и вести некий диалог, но вот видите, как обстоятельства. Для сравнения, вебинары фонда президентских грантов идут и по 4 часа, и по 5 часов, так что мне кажется, что мы еще так быстро уложились. В комментариях, если написать согласно гарантированного письма, который вложен в проект, рассмотрят, это, по-моему, по бюджету вопрос Тамарико, гарантированного письма. Это это что? Гарантированное письма. Имеется в виду письмо поддержки? Если, вообще письмо поддержки приветствуется. Когда приезжали в прошлом году эксперты фонда президентских грантов, мы прямо задали вопросы. Всегда надо задавать вопросы, не стесняться. Мы задали вопрос. Вообще, от кого должны быть письма поддержки? Не ответили. Если у вас 20, как говорится, партнеров, то есть у вас должно быть 20 писем поддержки. И мы так и поступили. У нас сейчас действует проект «Арктика», поддержанный фондом президентских грантов, и 13 арктических районов, все они нам предоставили письма поддержки. Вот сейчас у нас идет мы победили в специальном конкурсе фонда президентских грантов, 10 учреждений для детей-сирот, включая школы-интернаты для детей-сирот, все они нам отправили письма поддержки. И все это мы прикрепили. То есть достаточно такая работа, да. Но если это софинансирование, то можно добавить, да, то есть, если это софинансирование, то письмо поддержки обязательно. Нужно обязательно показать, что у вас действительно будет эта поддержка и в каком выражении. Тут поступил вопрос, каждый вторник у вас будут данные мероприятия, у нас в следующем вторнике у нас будет такой вот, скорее всего, подытоживающий, потому что надо уже и нам писать проекты, и вам писать проекты, и уже принимать на экспертизу заявки, поэтому на следующий вторник мы планируем, да, по проектированию, то есть по участию в подготовке к конкурсу, и также у нас будет вебинар, вторая часть вебинара, это по онлайн-технологиям, да. Так, во вторник мы планируем в это же время, в 3 часа, это получается 29, да, сентября, мы планируем, потому что время поджимает. Поэтому большое спасибо за ваше участие. Пишут нам комментарии девушки, спасибо, очень полезный вебинар сегодня. Мы вам тоже благодарим за ваше участие, за то, что вы действительно уделили время небольшое, но надеемся, что вы ее провели с пользой. Самое главное сейчас, как говорится, приступить уже к разработке проекта и заполнению заявки. Очень хорошо. Ух ты, какой комплимент, благодарим. Те, кто отправили свои электронные почты, мы все сохранили, ваши контакты сохранили, вы обязательно получите ссылку на запись, также получите презентацию, которую мы сегодня использовали в работе. Желаем вам успехов в написании заявок, и вот как раз-таки
наши контакты, да? Телефон администратора, электронная почта, куда вы можете отправить нам заявку для рассмотрения экспертизы, наш сайт, на который вы можете заглянуть, кстати, как он заполнен, да, и как ведется наша социальная сеть в Инстаграме. Поэтому мы, наверное, на этом завершим. До новых встреч. Всем пока. Пока.